Правоохранительные органы Туркменистана активно разыскивают жительницу Ашхабада, подробно рассказавшую правозащитному центру мемориала коррупции, злоупотреблениях и пытках в туркменских тюрьмах. Информацию об этом мемориал опубликовал на своем сайте в декабре 2020 и феврале 2021 года. Третья статья готовится к публикации. По рассказам женщины, 24 февраля 3 родственников женщины вызвали в отделение полиции, где расспрашивали о ней и ее супруге. Офицер полиции, как утверждается, при этом требовал: «Успокойте ее, пусть она замолчит. Если еще где-нибудь назовет имена и фамилии сотрудников МВД, сгниет в тюрьме». По словам представителя МВД Туркменистана, сфабрикованные материалы уголовного дела готовы для того, чтобы обвинить бывшую узницу в причастности к наркотрафику и другим преступлениям. Пусть не надеется, правозащитники ей не помогут. Передали ей через родственников силовики. В мемориале предполагают, что туркменские власти сфабриковали и направили в Россию запросы о причастности женщины к преступлениям, так как на прошлой неделе полиция и ФСБ начали опрашивать ее знакомых в Москве, выяснять ее контакты и местонахождение. Вряд ли они смогут куда-то выезжать из страны, соответственно, их ближайшие. Правозащитники указывают, что туркменские власти пытаются не допустить новых разоблачений. Особую активность проявляет МВД Туркменистана, высокопоставленные сотрудники которого причастны к описанным рассказчицей злоупотреблениям в местах лишения свободы. Следует также заметить, что точно такая же схема запугивания инакомыслящих через их близких и родственников практикуется по всему региону с некоторыми отличиями. В Таджикистане, например, сотрудники правоохранительных органов также периодически навещают родных и близких таджикских активистов, находящихся за пределами страны и выступающих с критикой режима Рахмона. Как правило, таджикские силовики угрожают родственникам различными последствиями, либо вызывают их на допросы, где оказывают психологическое давление. Напомним, что Туркменистан есть и остается одной из самых закрытых стран в Центральной Азии, в том числе в информационной сфере. Государственные СМИ и теле- и радиоканалы каждый день рассказывают о якобы достигнутых больших успехах режима и пропагандируют культ личности Бердымухамедова. Лишь некоторые независимые СМИ, имеющие собственные источники информации, сообщают об истинном положении в стране и публикуют статьи, критикующие правительство Туркменистана.